Ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. Я из Самарской области, тогда она называлась Куйбышевская. Родилась я в хорошей семье и, в общем-то, и была и есть единственной дочерью своих родителей, единственным ребенком. Родители у меня честные, порядочные, хорошие люди. Папа рабочий, мама учитель математики. В детстве у нас, у родителей, больше работы было, чем отдыха. Но, тем не менее, когда у нас приезжали родственники, я почему-то помню, что за столом всегда пелись русские народные песни. Запомнилось то, что при очень скромной зарплате родителей мне купили фортепиано. Родители хотели, чтобы я, наверное, училась в музыкальной школе, но предложили вначале учиться на аккордеоне. Приобрели аккордеон, ноты. Мне это никак не захотелось. Скрипка, пришли к скрипачу. От него я, честно сказать, выпрыгнула в окно. Никак не хотела представлять себя на скрипке играющей. И когда сказала, что хочу только фортепиано, я только сейчас это понимаю. Когда родители получали зарплату 100 рублей, а фортепиано «Волна» в то время стоила 525 рублей. Вот мне его купили. Вот это меня потрясает до сих пор, потому что если каждый родитель так бы мог сделать для своего ребенка, наверное, это большой подвиг. Я училась в школе образовательной хорошо, то есть мне нравилось вообще учиться, процесс обучения, читать книги, записана была в 3 библиотеки, но в это время ходила в музыкальную школу. И музыкальная школа настолько вросла в жизнь, вот в мою, что когда я окончила 9 класс в образовательной школе и 7-й выпускной класс музыкальный, я буквально за 3 дня приняла решение поступать в музыкальное училище. Мама была против. Я ярко против, потому что говорила, что тебе нужно в плановый институт, тебе надо серьезную профессию. Папа почему-то вот разрешил моему желанию осуществиться. И я поступила в музыкальное училище на фортепианное отделение. Было очень сложно поступать, потому что нас приняли в то время на поток 12 человек пианистов. И как-то вот таким удивительным образом я прошла в этом музучилище и окончила его в 1977 году. По окончании музучилища я пришла работать в свою же родную Отрадинскую музыкальную школу и вскоре вышла замуж. И мужа пригласили на работу сюда Виталий Генрихович Шмидт, когда был набор специалистов-нефтяников в 1983 году. 8 декабря 1983 года, вот первый, по-моему, куйбышевский тогда десант нефтяников приземлился на эту землю. Я, не задумываясь, конечно, с радостью, прямо в середине учебного года, 4 января, уволилась и приехала вместе с мужем сюда, в город Когалым. Он тогда был поселком, моему сыну было 3 года и 10 месяцев. Когда приземлились в Сургуте на самолете, меня потрясло, что там очень красиво. Там еще после новогодних елок были все в огнях площади, все искрилось, сияло. А приехали в Когалым, машина такая была, Магирус. Нас везли на этом Магирусе сюда, я не знаю, часа 4, наверное, что-то мы ехали очень долго. Я думала, что это какое-то место, где будем работать, жить, примерно так же, как и жила в Отрадном. Но оказалось, что здесь буквально 4 или 5 домов в первом микрорайоне. Нам показали строительный номер нашего дома 52. Напротив нас строился другой дом, и сосны. В общем, когда уже дело к лету пошло, поняли, что вообще вокруг один песок. И вот сейчас я работаю в школе искусств. На это место я ходила за брусникой в первый год своего пребывания в Когалыме. Вы знаете, я приехала и хотела ведь работать сразу в музыкальной школе, а в то время вот настолько беспечность, видимо, была какая-то молодость, я даже не знала, есть ли музыкальная школа. Мне подсказали, что главный человек в городе – это Олег Перов. Олег Перов тогда, его ведомство находилось в поселке, это было, по-моему, ГДУ «Повнефть». Сказали, что нужно сесть на автобус номер 1, приехать туда, и все, этот человек расскажет, где и что есть. Я с маленьким ребенком. В марте месяце, я приехала в конце января, села в автобус, спросила, как выходить, где выходить. Пришла в здание, нашла. Секретарша мне ответила, Олег Перов занят, у него балансовая. Я до сих пор с трудом представляю, что такое балансовая, но знаю, что-то очень важное. Я сказала, мне на 1 минутку. Открыла дверь, меня буквально за хвост секретарша вытаскивала и говорит, меня уволят. А я говорю, здравствуйте, извините, вот я с мужем приехала, мне нужно узнать, где музыкальная школа, есть ли она, потому что я хочу работать, а я не знаю, где она находится. Он абсолютно деликатным образом, все застыли вокруг, так много народу было, а он встал из-за стола и говорит, вы перейдите дорогу, вот у нас там есть постсовет, и там есть Семеняка, и он вам все расскажет, где находится музыкальная школа, как найти ее директора. Я вот 30 лет уже здесь прожила и все время вспоминаю, думаю, удивительно, конечно, что человек меня не одернул, а просто подсказал, как найти эту школу. Это какой-то вот щедрость, что ли, душевная сразу потрясла.
Я сразу нашла тогда музыкальную школу и буквально 1 апреля пришла к директору Третьякову Валерию Борисовичу. Тогда еще школа как бы не открывалась совсем по-настоящему, только подготовительное отделение. И в школе искусств я разбирала первые документы тех детей, которые были записаны, и вот готовила их, систематизировала по адресам, по инструментам. И с 1 сентября уже 1984 года пришла работать в школу искусств. Но по сей день я в ней работаю. Конечно, профессия сама по себе была выбрана мною сознательно и с большой любовью. Поэтому, это такая часть жизни, которая, наверное, можно сказать, что это, в общем-то, моя жизнь, наверное, была в этом городе. А когда школа начала выполнять роль городской филармонии, буквально посчастливилось встретиться с артистами такого мирового масштаба, как Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы». Об этом тоже никогда не забудешь. Когда мы начинали вот эту жизнь в нашем городе, у меня даже когда-то стихи такие возникли. Про нашу жизнь в этом городе можно слагать гимны о том, как были мы молоды, отважны, беспечны, наивны, как верили с тобой в лучшее и верим теперь до сих пор, о том, как трагическим случаям учились давать отпор, как жили долгов, не делая на крыльях своей мечты. А города вовсе не было, ведь помнишь об этом ты. Бульваров, дворцов, проспектов, мечетей, храмов, аллей. Но здесь родились наши внуки, а времени том не жалей. Вот я приехала сюда, мне было 27 лет, моему сыну сегодня 34 года. Это прекрасный период, потому что у сына уже есть своя семья, у меня 2 внука. Старшему внуку 7 лет Мише, младшему еще нет 3 лет Семену. Вот часто говорят, что я счастливый человек. Я вот тоже могу сказать, что я счастливый человек, потому что такие возможности, которые предоставила мне судьба, может быть, были не у каждого. Как-то вот получилось, что можно было уехать в Когалым и не ошибиться с выбором. Мне всегда говорят, даже мои дети, что если бы все так работали, как мы работаем в Когалыме, наступил бы давно коммунизм. Потому что мы работаем, не знаю, как-то уже привыкли работать качественно, добросовестно, честно. Не знаю, такие вот черты, я считаю, что очень важны для всех людей, а сибиряки – их олицетворение этих черт.